Это телеканал «Якутия-24», прямой эфир. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер, смотрите сегодня. Ответ на критику. Авиакомпания «Якутия» объяснила причину частых задержек рейсов. В чем проблема? Приоритет – социальные объекты. В пострадавшие от весеннего паводка районы продолжают завозить грузы. Как идут восстановительные работы в Усть-Майском улусе? Высший пилотаж для горняков. В Удачном Мирнинского района провели конкурс профмастерства среди машинистов большегрузов. Как себя проявили работники отрасли? Герои на стене. В Якутске на здании нарисовали стрит-арт игроков сборной России по футболу. Кто автор и как отнеслись к этому жители района? На страже порядка в Нерынгринском районе выявили лучшего участкового. Победила женщина. Сюжет о майоре полиции. Арбитражный суд республики признал банк Тата банкротом. В слушании принимали участие представители Центрального банка России и Временная администрация банка Тата. Озвучили, что при проведении ревизии выявили отсутствующую сумму денег в размере более 4 миллиардов 820 миллионов рублей. Это говорит о хищении в особо крупном размере. Также представитель Центрального банка попросила суд признать Тату банк банкротом, открыть конкурсное производство и назначить госкорпорацию под названием «Агентство по страхованию вкладов» конкурсным управляющим. Временная администрация банка Тата полностью согласилась с позицией представителя Центробанка. Суд, рассмотрев дело, удовлетворил ходатайство. Конкурсное производство по решению суда открыто на 1 год. Заявление Центрального банка Российской Федерации признать обоснованным. Признать несостоятельным банкротом банк Тата акционерное общество и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на 1 год. Утвердить конкурсным управляющим банка Тата акционерного общества государственную корпорацию агентство по страхованию вкладов. Авиакомпания «Якутия» объяснила причину задержек рейсов. Таких ситуаций, как всем известно, у перевозчиков в последнее время возникает регулярно. Руководство авиакомпании заявило, что это происходит по причине технического состояния самолетов «Сухой Суперджет». Компания одной из первых начала эксплуатировать данные суда, но последние 2 года наблюдается картина с низкой исправностью и надежностью двигателей этих судов. Так, из 8 двигателей без каких-либо ограничений работают только 2. Остальные подлежат периодическому техосмотру. На ремонт только 2 неисправных двигателей потребовалось 8 месяцев. Этот опыт показал, что компании и производители пока не готовы к тому, чтобы быстро ремонтировать или поставлять подменные двигатели. Как отмечают в руководстве компании, это системная проблема не только для компании «Якутия», но и в целом для всех эксплуатантов в России. На сегодня до сих пор не решен вопрос качественного послепродажного обслуживания самолета «Сухой Суперджет». Это проблема номер 1. Она признана на уровне руководящих органов Российской Федерации, Минпромторга Российской Федерации. По авиакомпании конкретно состоялось совещание в июле месяце, по которому, в соответствии с которым 29 июля должны были быть приняты решения конкретно в отношении нашей компании по предоставлению подменных двигателей. Сегодня 20 августа, такого решения нет. Мы на сегодня идем по самому тяжелому пути. Мы разряжаем расписание. Мы расторгаем договоры с нашими заказчиками на чартерных маршрутах и, пересматриваем наше расписание. В пострадавшие от весеннего паводка районы Якутии продолжают завозить грузы. Партия стройматериалов накануне поступила в Усть-Майский район. Как там идут восстановительные работы? Подробнее Юрий Таюрский. 3 пострадавшим от паводка населенным пунктам Усть-Майского района, кюбцам, альдикану и жанцам из города Якутска, поступил груз со стройматериалами для реализации пострадавшим жителям этих поселений. В том числе стройматериалы для детского сада Чебурашка, поселок Эльдикан, участковой больницы поселка Эльдикан и для мастерской и борцовского зала села Кюбск стройматериал подошел от спонсорской помощи. Для разгрузки баржи в Кюбце был направлен специалист администрации района Владислав Пикало,
который организовал разгрузку огромного судна, не имеющего ни аппарелей, ни крана. Приходилось проявлять находчивость. В населенном пункте Кюбцы не было ни кранов, и пришлось разгружать все руками, но Аида Егоровна оказала содействие и вызвала людей с покосов, чтобы разгрузить баржу. За один день справились, хотя я думал, что будет это длиться 2 дня. Все успели, все было отлично. Пиломатериал, который был доставлен до пострадавших поселений, сразу же отправился на объекты, которые восстанавливают подрядные организации. Работы немножко отстают от графика из-за нехватки пиломатериала, но сейчас в полном объеме тоже имеется, и бригада работает. Строительные материалы будут использованы для ремонта социальных объектов в поселке Эльдикан и национальном наследии Кюбцы. Юрий Таюрский, поселок Усьмая. Жители района в Якутске по улице Автодорожная 11/4 жалуются на одну проблему. Дело в том, что жильцов новостройки отрезали от детского сада, отделения почты, магазинов и других важных для жизни объектов, расположенных рядом. Причина – новый высокий забор, который отгородил людей от нового микрорайона Прометей. Теперь вместо 5 минут ходьбы до соцобъектов жителям приходится тратить на это больше получаса. В ситуации разбирался наш корреспондент Юрий Осипов. Нам сейчас нужно вот так вот в обход через всю автодорожную ходить. Многодетная мама Анна ломает голову. Детский сад, в который собираются пойти сын и дочь, находится на расстоянии вытянутой руки. Только дотянуться мешает высокий забор. Проложить короткий путь невозможно. Никакой навигатор не справится. И нам бы хотелось, чтобы сделали тут калитку хотя бы, чтобы пешим ходом ходить туда. Собирали подписи, получается, мы писали письма, и нам сказали, что это их территория, и они как бы вправе поставить калитку, и все. Новостройку сдали месяц назад. Жильцы рассчитывали на шаговую доступность детского сада, школы, отделения почты и автобусной остановки. Из-за высокого забора дорога до социальных объектов становится в разы дольше. Ближайший детский сад «Прометейчик», находящийся буквально в 200 метрах от дома Автодорожная 11/4. Но из-за забора, чтобы пройти к нему, придется пройти улицу Уткина и сделать круг по Автодорожной. Путь к внешнему миру – один переулок. Дождь, и он сразу превращается в непроходимый пруд. Этот переулок является очень темным, не освещается. И там множество частных домов, а также складских помещений, где много собак. И это очень опасно для маленьких детей, когда они будут возвращаться, там собаки везде бегают. Забор принадлежит застройщику соседнего микрорайона. Там уверены, если убрать преграду, то появится угроза для безопасности. Чьей? Непонятно. Важно и то, что жители дома по улице Автодорожная 11/4 даже не просят о постоянном проходе через забор. Раз этот забор так важен для безопасности нового микрорайона, говорят они, пусть проход открывается по времени, чтобы хотя бы детям было удобно ходить в детский сад и в школу. Конечно же, речь идет только о проходе для пешеходов. В офисе застройщика со съемочной группой начали играть в бюрократический футбол, отправлять в соседние кабинеты. Директора в итоге не оказалось на месте. Проверял строительные площадки. Есть ли там высокие заборы? Остается только догадываться. Мы продолжим следить за этой историей. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Первый этап развития Арктики, стартовавший еще в 2014 году, завершен. Так, в 3 районах – Оленёкском, Анабарском и Эвена-Бытантайском – регистрируют прирост населения. Ввод жилья составил 78 тысяч квадратных метров. Сотовая связь есть в 99% всех населенных пунктов Арктики. Ну а до 2020 года планируют охватить все населенные пункты интернетом. Также внедряется телемедицина. Интернет есть во всех районных больницах. Построили и реконструировали 34 котельных. Среди минусов из-за природных условий наблюдается спад оленеводства. Добавим, что для развития северных районов выделено 4 миллиарда рублей на строительство Жатайской судоверфи. Благодаря этому должно быть в полном объеме снабжены населенные пункты Арктики всем необходимым грузом. В данное время на местах заняты ликвидацией последствий весеннего наводнения. Все программы, которые доведены, запланированы по ликвидации последствий паводка, уже ведутся работы. Сейчас строительные материалы уже доводятся
по навигации и Среднеколымск, и Нижнеколымск. Я вот сейчас в Нижнеколымске был, и там сам видел, какие работы там хорошие проводятся. Котельные хозяйства приводятся в порядок, школы ремонтируются, больницы. В Якутии до 2024 года число людей, занятых в сфере предпринимательства, должна вырасти до 142 тысяч человек. Сейчас в этой отрасли охвачено чуть более 100 тысяч. Предприниматели республики в основном занимаются производством местных товаров, социальным бизнесом. Также в последнее время развивается туристическая отрасль. Поддержка малого и среднего предпринимательства стала возможна благодаря республиканским программам. Это и организация бизнес-инкубаторов, и предоставление льготных займов, и ряд субсидий из госбюджета. Нужно отметить, что в этом году с этого месяца у нас работу начала региональная лизинговая компания, которая станет подспорьем для работы всех отраслей, всех направлений для предпринимателей на закуп нового оборудования в лизинг. Там предоставляются льготные займы. Если оборудование покупается произведенное в Российской Федерации, там займ, процентная ставка составляет 6%, а для иностранного оборудования займ будет предоставляться под 8%. Помимо этого у нас действуют институты поддержки, такие как Фонд развития малого предпринимательства. В этом году мы планируем, что наполнение данного фонда будет увеличено. И, соответственно, портфель данного фонда возрастет. Сейчас 1 минута рекламы. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Высший пилотаж для горняков в Удачном Мирнинского района провели конкурс профмастерства среди машинистов больших грузов. Как себя проявили работники отрасли. Герои на стене. В Якутске на здании нарисовали стрит-арт игроков сборной России по футболу. Кто автор и как отнеслись к этому жители 202-го микрорайона. На страже порядка в Нерюнгринском районе выявили лучшего участкового. Победила женщина. Сюжет о майоре полиции. Теоретическая часть сдана, долгожданные сигналы погрузочные. Мы продолжаем программу «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Проехать змейкой, загрузить горную массу и выполнить задание с ювелирной точностью. В Удачном Мирнинского района провели конкурс профмастерства среди машинистов больших грузов. Организаторы традиционно подготовили для участников 2 этапа – теорию и практику. За ходом конкурса наблюдала коллега Ирина Балкова. Теоретическая часть сдана, долгожданные сигналы погрузочно-доставочная машина выезжает на специально подготовленную полосу. В конкурсе участвовали 8 человек из Мирнинского, Айхальского и Удачнинского горно-обогатительных комбинатов. Также были и шахтостроители. Модели техники, на которых выполняли задания, на разных рудниках разные. Поэтому некоторым участникам пришлось осваивать ее, что называется, с колес. Трасса хорошая. Сложности то, что техника не та, на которой мы работаем. А так все нормально, все красиво здесь. Трасса сложная. Машины новые, мы к ним не привыкли, к таким машинам. Но это очень интересно. Присутствует элемент. Нужно попробовать все равно на всех машинах поездить. Мы же машинисты, должны уметь на разные виды техники работать. Одно из самых зрелищных заданий – соединить 2 небольшие деревянные детали, по виду напоминающие спичечный коробок. Выполнить его нужно было с ювелирной точностью. Своеобразный высший пилотаж для горняков. Самое сложное для конкурсантов, со слов председателя профсоюза «Профалмаз» Матрёны Скрябиной, были условия проведения конкурса. Ведь в реальной жизни они работают не на поверхности, а под землей. Они работают под землей, понимаете? И для них самая большая сложность – это прицел телекамер, это зрители, да, и огромное количество людей, потому что вы сами прекрасно понимаете, в реальной жизни они работают совершенно в других условиях.
В не меньшем напряжении были и зрители. Поболеть за своих пришли целыми семьями. Ведь шанс увидеть технику, работающую под землей, удается крайне редко. Не возбранялось даже подойти и рассмотреть сложную технику вблизи. Достойных у нас народники много, вот. Но жребий выпал так. Дай бог, удачи, болеем. Нигде больше люди это не увидят. То есть в шахту, естественно, у нас могут только избранные попасть. Вот, поэтому, а здесь, вот, пожалуйста, и дети могут увидеть, и взрослые, те, которые не связаны никак с подземкой. Со слов председателя профсоюза «Профалмаз» Матрёны Скрябиной, география мест проведения конкурса профмастерства ежегодно расширяется. Мы для себя поставили цель проводить больше выездных конкурсов, да? Потому что момент хозяина площадки, он играет очень большую роль. По результатам конкурса 3-е место завоевал Владимир Гусенко, машинист Мирнинского комбината. Серебряным призером стал Павел Дементьев из Айхала. А вот пальма первенства осталась на этот раз у хозяев соревнований. Лучшим машинистом ПДМ «Валроса», взявшим золото, стал Вячеслав Смотров, представитель Удачнинского горно-обогатительного комбината. Ирина Балкова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». В Нерюнгринском районе выявили лучшего участкового уполномоченного. Победила женщина, майор полиции. Сюжет коллег из Нерюнгри. Участковый уполномоченный полиции – должностное лицо полиции Российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, а также граждан, пострадавших от преступных посягательств на указанной территории. В органах внутренних дел Светлана Скрипникова работает уже 14 лет. В службе участковых уполномоченных с 2009 года. Проявив себя как отличный работник, 2 года назад она была назначена старшим участковым полиции. Какая-то скучная работа мне бы не понравилась, если бы я делала каждый день одно и то же. Здесь ежедневно разные ситуации, разный подход к разрешению ситуации. Дома Светлана Николаевна снимает погоны майора полиции и становится любящей женой, доброй и понимающей мамой, воспитывающей дочь-подростка. Вместе с дочерью Кариной они любят заниматься готовкой любимых блюд, ухаживать за цветами, но в данный момент все члены семьи сосредоточены на ремонте квартиры. Я сталкиваюсь с какими-нибудь трудностями. Мама мой лучший друг, она всегда выслушает меня, она знает все обо мне, все мои секреты, тайны. Всегда она меня выслушает, всегда меня поддержит. За первое полугодие 2018 года на счету у старшего участкового больше всего выявлений и раскрытия преступлений. Участие в данном конкурсе для Светланы – это прежде всего стремление двигаться вперед и повышать свой профессионализм. Артистов рассказывает. В Якутск прилетел Татарский государственный академический театр в составе 38 человек. Какие спектакли покажет эта труппа якутским зрителям и как наша земля встретила гостей артистов, рассказывает Анастасия Данилова. Девушки в национальных костюмах, кумыс в чаронах, якутские оладьи. Театралов из Татарстана встречают по всем обычаям. В аэропорту и земляки, община Туган-Як с чак-чаком и гармошкой. Мы еще немножечко с дороги, еще не совсем опомнились, но это всегда трогательно. Плюс и наши еще тут земляки нас встретили, наши родственники, татарская диаспора встретила, театр встретил, кумыс попили. Ознакомление с землей Аланхоу у гостей нашей столицы по традиции проходит на Усть-Хатыне. Здесь они прошли обряд благословения алгыс, кормления огня, услышали якутское медитативное пение таюк, игру на якутском хамусе и станцевали круговой хороводный танец асохой. Меня удивило то, что всегда говорят, что Якутия – это такие холодные дали, а мы приехали, и здесь намного теплее, чем в Казани. И так хорошо. Другая природа, атмосфера, все потрясающе, нам очень нравится. Ну и эта точка, да, надеюсь, она принесет мне удачу. Спасибо. Пойду тоже, поставлю точку. Театр Камала на сцене Сахатеатра представит один из самых популярных спектаклей «Зятья Гергери и пришлый». Это дебют артистов на якутских подмостках. Удивлять, я думаю, это уже зритель сам выберет, чем удивиться, что увидеть. Но у нас один спектакль с оркестром, то есть у нас приехал и оркестр, комедия «Зятья Гергери». Также интересный спектакль «Пришлый» молодого автора.
То есть мы и молодую драматургию поддерживаем. 22 августа якутяне смогут посмотреть постановку «Пришлый», 23-го «Зитья Гергери». Добавим, что 2 года назад по Казани гастролировал Саха-театр. Тогда артисты показали 3 спектакля: «Сон шамана», «Дом Бернарда Альбы» и «Желанный голубой берег мой». Анастасия Данилова, Володя Павлов, Якутск. Руководство Якутии и Российский футбольный союз займутся развитием футбола в республике. Айсен Николаев встретился с делегацией РФС. Руководитель региона отметил, что из-за климатических условий имеются некоторые особенности в продвижении большого футбола, а вот с мини-футболом ситуация обстоит гораздо лучше. Помогает и футбольный бум, который произошел в России после чемпионата мира. В свою очередь, легендарный российский футболист Алексей Смертин в ходе встречи отметил, что в Якутии есть все условия для развития этого вида спорта, однако обязательно нужна собственная профессиональная команда в Якутии. Перед ними должна быть цель, то есть играть в местной команде прежде всего. Потому что, да, можно мечтать там о Барселоне, Реале, Челси или там, скажем, Спартаке и Динамо Москва, но прежде всего должна быть местная команда. Я мечтал попасть на стадион Динамо и играть за Динамо Барнаул, а не за Динамо Москва или там Челси. И это абсолютно нормальное желание, то есть как бы логично укладывается в голове ребенка. Поэтому, конечно, было бы здорово, если была профессиональная команда в республике. Тем временем футбольный стрит-арт добрался и до Якутска. Игроки сборной России появились на стене одного из зданий 202-го микрорайона столицы. Инициатором выступила общественная организация «Город добра». Кто авторы этого граффити и как оценили стрит-арт жители района? Сюжет Анастасии Кобызевой. Чемпионат мира по футболу в России уже давно закончился, но страсти не утихают до сих пор. Успешное выступление нашей сборной надолго запомнится всем российским болельщикам. И вот теперь нарисованные звезды российского футбола – Головин, Черышев, Черчесов, Дзюба и Акинфеев – появляются на стенах зданий нашего города. 3 дня и 20 баллонов краски. Стрит-арт готов. Один из авторов – Кюней Тимофеева. Девушка – большой футбольный фанат. Изрисовать стену для нее было вдвойне приятно. Выбрали футболиста, потому что это как бы для страны это вообще как бы большой ажиотаж был. Ну, чемпионат мира. Почему только в другие города, где участвовали эти футболисты, может быть, и в Якутске тоже надо сделать такое, чтобы понять, что у нас в России тоже все понимают футбол, поддерживают, и фанаты везде. Мы сидели там в баре и когда разрабатывали эскиз до 2 ночи, потом сидели, вырезали трафареты тоже до утра. И в итоге пришли сюда на стенку. Шедевр уличного искусства успели оценить жители Якутска. Почему бы и нет? Мне кажется, неплохо нарисовано. Это же спортсмены наши. Да. Только за. Серые обыденные постройки наши, они уже как-то наскучили, и поэтому стоит разбавлять вот это все такими оригинальными и красивыми. Нормально. Как вам стиль? Побольше бы таких рисунков, а не всяких гадостей. А то исписали все стены, чем только можно. Узнал о граффити и известный футболист Алексей Смертин, который приехал в Якутию. Художницы побывали на его мастер-классе и пригласили спортсмена посмотреть на футбольный стрит-арт. Смертину тоже сказали, что вот у нас с 2 сторон есть стрит-арт, и он такой: о, классно, я посмотрю, я как раз буду утром бегать. Перед чемпионатом мира по футболу граффити с изображением звезд как мирового, так и отечественного футбола появились во многих городах России. Нашумевший портрет Черчесова в Санкт-Петербурге с цитатой из песни группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас». Экспрессию спорта через искусство показали и в Москве. Художники стрит-арта изобразили собирательные образы футболистов. А в Самаре появились граффити с Яшиным, Пеле и Зиданом. Спорт и искусство вызывают одинаково сильные эмоции. Главное, чтобы это искусство было в рамках закона, с одобрения городских властей. Анастасия Кобызева, Евгений Рязанский, Якутск. Сборная России завоевала первое общекомандное место на чемпионате Европы по масс-рестлингу. Соревнования прошли в столице Азербайджана Баку. Участие приняли 80 спортсменов из 9 стран мира. Сборная России состояла почти полностью из якутских спортсменов. Подробности у Александра Зубехина.
Победители чемпионата получают уникальные медали и кубки. Они состоят из 3 разных материалов – из металла, благородного дерева и стекла. В металле выполнена башня – одна из достопримечательностей места проведения чемпионата. На стекле изображены флаги государств, в которые входит в состав Международной федерации масс-рестлинга. Честь России на чемпионате Европы по перетягиванию палки защищали 11 атлетов, 9 – якутяне. Наша страна завоевала 10 золотых и 1 серебряную медали. Бесспорное лидерство. Но главный тренер подчеркивает – конкуренция растет. А вот насчет девушек уже становится с каждым годом тревожно. Потому что очень быстро прогрессируют спортсменки из Венгрии, Украины, Азербайджана, Грузии, поэтому нашим девушкам надо еще подтянуться. Мужчинам из Якутии в легком и среднем весах на чемпионате не было равных. Для Айсена Мигалкина самой сложной была схватка с соперником из Азербайджана. Однако оппонент не смог справиться с натиском якутянина. На чемпионате Европы было на моем килограмме всего 5 участников, и я всех победил приемом стойка 2-0, со счетом 2-0. Я доволен своим выступлением. Самые зрелищные схватки у тяжеловесов. Эрчим Бапагай выглядит как богатырь из якутских сказок. 120-килограммовый спортсмен без проблем разобрался со всеми соперниками. В финале легко был Чахаруш. Легко 2-0 выиграл. Горд стал чемпионом Европы. Так, и честь сборной России. И занимайтесь спортом, масс-рестлингом. Так. В ноябре в Якутске пройдет чемпионат мира по масс-рестлингу. Нынешний состав сборной участвовать не будет. Команда обновится. Победители турнира Старого Света займут место спарринг-партнеров. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск. Власти Аляски хотят восстановить с российскими городами побратимские связи, которые были заморожены США в результате санкционной политики. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в США. Речь, в частности, идет о побратимских связях между Якутском и Фэрбэнксом. Прежде всего, речь идет о прямом диалоге между бизнес-сообществами, взаимодействии между торгово-промышленными палатами, диалоге и развитии гуманитарных связей. Кроме этого, в рамках побратимских связей заключаются соглашения между вузами, где идет прямой обмен студентами. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24. Будьте всегда в курсе. До встречи.